Перед провозглашением резолютивной части решения, обращаясь к стороне, объявляется, что ваше дополнительное ходатайство об увеличении объема требований, увеличении предмета вашего обращения, оно удовлетворено и принято к производству, поскольку суд посчитал, что те вопросы, которые ставятся, они также были исследованы, на основе которых можно было делать вывод о конституционности. Дополнительно это 417 статья. Провозглашается резолютивная часть решения именем Кыргызской Республики. Конституционный суд 8 октября 2025 года, город Бишкек. Конституционный суд в составе председательствующего Сконбаева, судей Айдарбековой, Бабукеева, Дюшеева, Джолдошева, Касмалиева, Кадырбаева, Шаршнарева при секретаре Мамталы Кызы с участием обращающейся стороны Мацакова Самата Аскаровича, Джаныбекова Нурсултана Джаныбековича, сторона ответчика Сыранова Самата Кыштобековича, постоянного представителя Джор Кенеша в Конституционном суде, третьих лиц Молдубаева Алмазбека Тавалдыевича, постоянного представителя президента Кабинета министров в Конституционном суде, Сапьяновой Маргариты Насаркановны, представителя Верховного суда по доверенности, Токтакунова Кумарбека Кадырбековича, представителя Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики по доверенности, Мадалиева Рустама Каримовича, представителя Министерства юстиции по доверенности, Кадыровой Айджан Алыевны, представителя адвокатуры Кыргызской Республики по доверенности, руководствуясь частями 1.2 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьями 4, 17, 40, 45 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде, рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности части 2 статьи 307 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Заслушав информацию судьи-докладчика Ада Айдарбековой, проводившей подготовку дела к судебному заседанию, исследовав представленные материалы дела, выслушав мнение третьих лиц, руководствуясь пунктом 2 части 2, частью 4 статьи 97 Конституции, статьями 48, 49, 52, 53 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд решил признать часть 2 статьи 307, статью 417 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики не противоречащими статье 55, части 2 статьи 56, частям 1-2 статьи 61, статье 64, частям 4-6 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики. Решение окончательно обжалованию не подлежит, вступает в силу с момента провозглашения. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц, подлежит исполнению на всей территории республики. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на официальном сайте Конституционного суда и в Вестнике Конституционного суда Кыргызской Республики. И как стало уже традиционной, основные выводы, к которым пришел Конституционный суд перед вынесением решения. Частное определение суда не является судебным актом в его традиционном смысле, а представляет собой особую форму судебного реагирования в целях обеспечения в данном случае законности и правопорядка на судебном заседании и выполняет предупредительно-воспитательную функцию. Это первое. Второе. Поскольку частные определения не затрагивают предмет судебного разбирательства и не несут в себе процессуального значения по существу рассматриваемого дела, отсутствие возможности его обжалования в вышестоящих судебных инстанциях не может рассматриваться как нарушение конституционного права на судебную защиту. Часть 2 статьи 401, рассматривающая возможность обжалования мер по обеспечению порядка в зале судебного заседания, предполагает обжалование иных мер, таких как штраф. Частное определение не является самой мерой воздействия, а представляет собой средство инициирования, побуждающее компетентные органы и должностных лиц принять эти меры. По этой же причине судьи не вправе ставить вопрос о конкретной мере наказания, тем самым допуская вмешательство в компетенцию других органов и должностных лиц. Судьи должны подходить к вынесению частного определения предельно ответственно и объективно, поскольку этот акт может иметь необоснованно негативные последствия и сформировать искаженную оценку сложившейся ситуации на судебном процессе не только
компетентными органами, но и среди общественности. Далее, в случае принятия мер воздействия уже компетентными органами, у заинтересованного лица возникает возможность его обжалования в судебном порядке, что исключает какое-либо ограничение предоставленных Конституцией прав. В целом понятно? Вынесено? Понятно, да? Заседание Конституционного суда объявляется закрытым.